Я много читал о вас, о вашем прошлом и о появлении вашего мощного сопротивления. И я уверен, что нам нужны партнеры, которые не верят в колониальное и имперское будущее Российской Федерации. И что прекрасно, что есть такие партнеры, как вы, которые сопротивляются колониальной и имперской гегемонии России. И мы абсолютно уверены, что в недалеком будущем Чеченская Республика Ичкерия вернет свою государственную независимость. Когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, мы сделали заявление. Эта война началась не в 2022 году. Эта война началась в 1994 году против Чеченской Республики Ичкерия. С того момента, когда Россия начала бомбить нашу столицу, город Грозный. И за эти 30 лет было убито 300 тысяч граждан Чеченской Республики. 42 тысячи из них дети. И если бы Россию тогда остановили, сегодня была бы совершенно другая ситуация в мировой политике. Но ситуация такая, какая есть, и хорошо, что есть такие люди, как вы, которые уже с момента полномасштабного вторжения России в Украину стали говорить не только о войне против Украины, но также и о войне против Чечении, против Грузии и против других государств. Россия совершила военные преступления против гражданского населения в этих странах. И в этот раз я очень надеюсь, что мы победим имперскую сущность Российской Федерации. Только распад этой империи, только децентрализация Москвы — это выход для мирного существования нашего континента. Есть ли среди российской оппозиции силы, которые могут быть полезны в этом вопросе? Я беседовал с Ходорковским, я беседовал с Каспаровым. Это люди, которые видят возможность новой России. Но есть другая часть русских, которые видят картину по-другому, а их много, особенно в Берлине. Они говорят, да, мы будем бороться с коррупцией, с клептократией, но Россия — это по сути своей империя, а Украина — это часть России. Поэтому мы не уверены в этих людях, что с ними можно иметь дело. И среди них не только этнические русские, среди них много людей других национальностей. Как мы можем усилить, как мы можем развить присутствие настоящих оппозиционных сил России? Каким образом мы можем, например, в Германии усилить эффективность тех людей, которые являются носителями другой картины будущего России? На мой взгляд, не существует никакой российской оппозиции. Все люди, которых вы имеете в виду, которых вы представляете, которые называют себя российской оппозицией, они все одинаковые. Они хотят сохранить Россию как империю. Пока Россия будет сохраняться как империя, до тех пор ничего не изменится. Мы изучали историю России, мы прекрасно знаем, что как после распада империи Романовых ничего не изменилось, и Россия так и осталась империей, Советской империей, так и после распада Советского Союза, после провозглашения так называемой демократической России, ничего не изменилось. С первого дня существования новой демократической России Бориса Ельцина мы каждый день имели войны. И Россия осуществляла военные преступления в соседних странах. И если вот эти русская оппозиция, так называемые хорошие русские, хотят что-то изменить, они должны следовать именно этой доктрине децентрализации, деколонизации и дать возможность всем народам обрести свои государства. В любом случае, они обязаны следовать международному закону о праве нации на самоопределение. Так или иначе, у нас тесные взаимосвязи с так называемыми хорошими русскими, с русской оппозицией. И мы знаем, кто такой Ходорковский, кто такие остальные персоны в этом движении. И у нас есть очень хороший эксперт в этой области.
Я думаю, что в этом вопросе лучше Инна Курочкина скажет свое мнение, потому что она действительно очень хорошо всех их знает и всех их изучила. Спасибо большое. Позвольте мне представить себя. Я украинка, рожденная и выросшая в Грузии. Я рождена в Тбилиси, потому что мой дед украинец из Винницы. И после того, как Красная армия, российская армия оккупировала Винницу в 1944 году, это же, конечно, не было освобождение Красной армии, это была самая настоящая оккупация. История моего деда схожа с историей деда госпожи Метревели, которая сегодня является главой Ми-6 в Великобритании. Это был Тбилисский коридор, с помощью которого многие украинцы тогда спаслись в Грузии. И таким образом он жил в Грузии, в Тбилиси, и мой отец родился в Тбилиси, и я тоже родилась в Тбилиси. И позвольте мне напомнить, буквально на днях 9 апреля 1989 года, это был трагический день, ночь саперных лопаток. Это была ночь расправы с демонстрацией, во главе которой стояли наши лидеры Зviad Gamsahurdia и Мираб Кустава, которые требовали деоккупации Грузии. Всю свою жизнь они посвятили именно борьбе с империей. Они боролись с империей, с КГБ, с коммунистической партией и с криминальным засильем. Зviad Gamsahurdia, как Джохар Дудаев, боролись с империей, и это были два героя Кавказа. И именно с этой ночи саперных лопаток 9 апреля началось неимоверно мощное движение за свободу Грузии. А Шеварднадзе, как вы знаете, был лидером коммунистической партии Грузии и также агентом КГБ. И уже с 1990 года началась мощная кампания очернения и дискредитации Зviada Gamsahurdia на Западе силами агентов КГБ. И, конечно, в российских медиаресурсах в то время Россия притворялась, что она демократическая. Это был такой трюк, чтобы сохранить империю, но под другим брендом, под брендом демократической России. И когда мы выбрали Зviada Gamsahurdia президентом, немедленно Москва создала в Грузии ситуацию, как в Украине во время оккупации Крыма. Оккупация Абхазии и так называемой Южной Осетии была предетерминирована. Военизированные формирования были посланы еще в 90-м году из Москвы и в Абхазию и Южную Осетию, чтобы создать точно такую же ситуацию, как в Крыму. То есть теперь вы можете представить, что было там у нас в Грузии, уже понимая, как это сработало в Украине. И в этот же самый день, 22 декабря, когда по телевизору объявили о расформировании Советского Союза, объявили, что страны СССР больше не существует. В этот же самый день Москва совершила военный переворот в Тбилиси против Зviada Gamsahurdia. И, конечно, против нас, потому что мы выбрали Зviada. И поскольку Москвой Zviad Gamsahurdia был объявлен нацистом, фашистом, диктатором, враждебным персонажем, как вы уже все знаете, все, что говорилось против Степана Бандеры. Советская армия атаковала Тбилиси и превратила Тбилиси в руины. И Москва прислала к нам Эдуарда Шеварднадзе. Его персонально привез такой человек, которого зовут Савасьянов. Он был шефом московского КГБ. И он недавно признался, что лично привез Эдуарда Шеварднадзе в 1992 году в Грузию. То есть он даже не скрывает, что Москва прислала Шеварднадзе, чтобы он стал нашим новым президентом. Людей расстреливали на улицах. И эта ситуация скрывается до сегодняшнего дня. Зviadu Gamsahurdia помог тогда единственный человек, президент независимой Чеченской республики Ичкерия. Государство Чеченская республика провозгласило свою независимость в 1991 году. И она была абсолютно независимым государством. И в 1992 году Zviad Gamsahurdia и Джохар Дудаев в Грозном собрали пресс-конференцию, и они призвали
на этой пресс-конференции остановить Россию, потому что Россия Бориса Ельцина – это никакое не демократическое государство, а это по-прежнему агрессивная империя. Россия начала убивать с первого дня распада Советского Союза. Чеченская республика приняла свою конституцию в 1992 году, 15 марта, а Россия Бориса Ельцина приняла свою конституцию только в 1993 году, в декабре, предварительно перед этим расстреляв собственный парламент. И в эту конституцию 1993 года Борис Ельцин незаконно включил Чеченскую республику Ичкерия, как сегодня Путин включил оккупированные территории Украины. То есть это было нарушение международного права, когда Ельцин включил Ичкерию в свою конституцию. И на следующий год они развязали полномасштабную войну против Ичкерии, точно так же, как Путин развязал полномасштабную войну против Украины. Итак, что мы можем сказать о российской так называемой оппозиции? Они были замешаны, они участвовали во всех этих незаконных действиях России против Ичкерии и Грузии. Более того, они по-прежнему сегодня продолжают скрывать эту ситуацию. На самом деле они скрывают преступления. И если вы спросите у этих людей, у российской оппозиции, что вы думаете о Звяде Гамсахурдия и Джохаре Дудаеве, они ответят вам, что Звяд Гамсахурдия и Джохар Дудаев – террористы, нацисты, диктаторы, криминальные элементы, кто угодно. Точно так же, как сегодня Зеленского путинский режим называет нацистом. И если вы спросите, кто из этих людей является настоящей российской оппозицией, я вам отвечу – никто, потому что каждый из представителей сегодняшней так называемой российской оппозиции, все из той системы, из той преступной системы. К сожалению, картина такова. И что насчет Ходорковского? Ходорковский 2 года назад дал интервью известному журналисту Юрию Дудю. Юрий Дудь – это такой программный журналист для Российской Федерации. Если Российская Федерация хочет сделать какое-то заявление такое непубличное, то подставкой для микрофона для этих заявлений будет Юрий Дудь. Юрий Дудь спросил у Ходорковского про Чечню. И, конечно, как все, Ходорковский стал рассуждать, что, конечно, война – это очень плохо. Они все так говорят. Мы не принимаем войну, мы против войны. И стал рассказывать истории о том, как он финансировал военизированные формирования, российский ОМОН, который убивал мирное население в Чеченской республике. На этом запись мы прервали, потому что последовала приватная беседа представителя немецкого Бундестага с премьер-министром Чеченской республики Ичкерия Ахмедом Закаевым и министром иностранных дел Чеченской республики Ичкерия Иналом Шарипом.